Привет, друзья мои! Монгольское нашествие в XIII веке затронуло страны от Атлантического океана до Тихого и от Южной Сибири до острова Явы. В этом видео я составил рейтинг народов, которые сражались против монгольских завоевателей с максимальным упорством, героизмом и ожесточением. На пятом месте японские самураи, дважды в 1274 и 1281 годах отразившие монгольское нашествие. Правда, с помощью божественного ветра – камикадзе. В честь японцев надо отметить, что если во время первого вторжения японские войска сражались плохо и терпели поражение, то во время второго самураи много недель отражали попытки монголов высадиться на островах и тем самым дали возможность тайфуну, ниспосланному богами, утопить завоевателей вместе с кораблями. На четвертом месте отважные джурджени, предки нынешних маньчжур. Воины северо-китайского государства Цзинь, отчаянно сражавшиеся с монголами с 1211 по 1234 годы. Война шла буквально насмерть. В ходе сражений и сопровождавших военные действия болезней и голода в Северном Китае погибло 0,9 населения, сократившегося с 45 миллионов человек до 4,8 миллионов. Джурджени же были первым народом, который нанес монголам поражение в полевом сражении, правда, только отдельным. На третьем месте кипчаки-половцы, вступившие в войну с завоевателями в 1216 году и сражавшиеся вплоть до полного захвата Дешт и Кипчак в 1240 году. В ходе войны кипчакские племена были разгромлены, кипчакская аристократия физически вырезана, кипчакский народ перестал существовать как этническое общество. Уцелевших монголы раскассировали по своим родам и туменам, из которых впоследствии сложились современные народы от Крыма до Алтая. Непримиримая часть кипчаков продолжала сражаться с монголами за пределами своей родины. В Венгрии, в Болгарии, в Византийской империи. Самые неукротимые, проданные монголами в рабство на Ближний Восток, организовали в Египте государство мамлюков и в 1259 году нанесли монголам поражение в битве у Айн-Джалута, положив предел монгольскому продвижению на запад и сохранив мир ислама от порабощения. На почетном втором месте волжские болгары и башкиры, ожесточенно сражавшиеся с монголами с 1216 по 1236 годы. Волжские болгары в одиночку выдержали 4 нашествия, мобилизовав всех способных носить оружие, вышли в поле против объединенной орды хана Батыя, двигавшейся на запад, и даже после поражения и взятия своих городов подняли восстание и заставили лучшего полководца Чингисхана Субэдэй-Богатура совершить 5-й поход для покорения этой страны. В результате всенародной борьбы с монгольскими захватчиками Волжская Болгария как государство перестала существовать, народ утратил свое имя, но его потомки сохранились и стали впоследствии казанскими татарами. Башкиры же оказались единственным народом Восточной Европы, который смог победить монголов и заключить с ними равноправный союз. Та-дам! И, наконец, на первом месте нашего рейтинга отчаянного сопротивления грозным монгольским завоевателям в XIII веке Вьетнам. С 1257 по 1288 годы отразивший 3 нашествия монголо-китайской империи Юань, созданной внуком Чингисхана Хубилаем.
Вьетнамцы стали первым и единственным народом в мире, победившим Монгольскую империю без помощи тайфуна, и не потому, что монгольская армия прекратила наступление из-за смерти великого хана и борьбы за власть на Курултае, а в открытой полномасштабной войне против объединенных сил великого хана. В 20 столетии воспоминания о победе над монголами будут укреплять дух вьетнамского народа, когда он одержит победу над другой мировой сверхдержавой — Соединенными Штатами Америки.